В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. Владимир Путин ответил на вопросы журналистов на большой пресс-конференции. Актированный день объявлен в Якутске для некоторых учащихся из-за погодных условий. Итоги реализации федерального проекта содействия занятости национального проекта «Демография» подвели в столице республики. Актированный день объявили сегодня для учащихся с 1 по 5 классы в столице республики. На 7 часов утра температура воздуха составила минус 45 градусов, ветер 1 метр в секунду. Президент Владимир Путин на прошедшей пресс-конференции положительно оценил результаты усилий команды Юрия Трутнева по социально-экономическому развитию Дальнего Востока. Глава государства отметил, что выстроена целая цепочка поддержки семей для покупки жилья, льготная ипотека под 2% годовых, сельхозипотека под 3%, для семей с детьми 6%. Так, несмотря на повышение цен на жилье, снижение ставок по ипотеке, по стране в этом году введено 90 миллионов квадратных метров жилья. Владимир Путин подчеркнул, что Дальний Восток требует к себе особого внимания и необходимо сделать жизнь привлекательной в современных условиях. Дальний Восток требует к себе особого внимания, и это комплексная работа. Не только прекратить депопуляцию, а наоборот – сделать жизнь на Дальнем Востоке привлекательной в современных условиях. Что для этого нужно? Для этого нужно развивать экономику. Нужно, чтобы создавались, это прежде всего, создавались современные, высокотехнологичные, интересные и высокооплачиваемые рабочие места. Чтобы интересно было работать. Первое. Второе, надо, конечно, развивать социалку. Строить, укреплять университет, который возник на острове Русский, укреплять другие учебные заведения, школы строить, детские сады, чтобы комфортно было жить там. Вопрос о строительстве Ленского моста в Якутии остается в повестке правительства страны. Ранее была утверждена следующая модель финансирования строительства Ленского моста. 50% выделит государство, 50% поделят между собой регион и концессионер. Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением более 80% населения Якутии. Его протяженность составит более 3 километров. Прогнозируется, что в сутки по мосту будут проезжать около 5000 автомобилей. Инвестпроект вошел в национальную программу развития Дальнего Востока, которую планируется реализовать в 3 этапа до 2035 года. Единовременная материальная помощь будет оказана жителям села Бяскёль. Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о единовременной материальной помощи тем жителям села, условия жизнедеятельности которых были нарушены в результате пожара в размере 10 тысяч рублей на человека, а также финансовой помощи в размере 100 тысяч рублей на человека тем, кто лишился в огне имущества полностью. Соответственно, правительство республики и МЧС России должны представить списки граждан, нуждающихся в получении единовременной материальной помощи и финансовой помощи в кратчайшие сроки. В России растет доля онлайн-выдачи ипотеки. Цифровая ипотека позволяет отказаться от очных визитов заемщика в банк. Документы по ней подписываются электронной подписью. Для идентификации или других вопросов к клиенту может подъехать курьер, а общение с менеджером банка доступно по видеосвязи. По данным аналитиков, в уходящем 2021 году подобный вид кредитования бьет все рекорды. По итогам 11 месяцев, согласно оценке ВТБ, ипотечных кредитов выдано более чем на 5 триллионов рублей. Сейчас доля отдельных этапов сделки составляет более 60 и 65% соответственно. В 2022 году, считают эксперты, востребованность у банков цифровой ипотеки резко возрастет до 90%. Председатель правительства Андрей Тарасенко и министр труда Елена Волкова посетили Хангаласский улус. Первым делом они побывали в бизнес-инкубаторе для граждан с ограниченными возможностями в поселке Махсагалох. Это первый в республике бизнес-инкубатор, резидентами которого являются люди с инвалидностью. Сейчас их количество составляет 6 человек. Все они открыли свое дело путем заключения социального контракта с государством.
Почему я заинтересовался посетить данный инкубатор? Потому что для меня очень интересно, что все-таки здесь воплощено, и какие идеи. Я с таким не сталкивался, не видел. Во всяком случае, честно говоря, даже много я регионов объездил. Вот эта идеология для меня была интересна. Что сделано такое, что в действительности тут, понимаете, здоровому мужику иногда тяжело жить, а уж создать что-то еще для инвалидов и бизнес какой-то тут раскручивать и делать. Это очень интересно. Спальня? Далее Андрей Тарасенко и Елена Волкова посетили Хангаласский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, а затем отправились в село Актемцы, чтобы поздравить с наступающим Новым годом многодетную семью Петровых, которым удалось получить субсидию от государства на строительство собственного дома. Требования по допуску граждан в торговые центры по QR-кодам отменили в Якутии. Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев. Кроме того, разрешили проводить официальные спортивные мероприятия при половине заполняемости зрительного зала. Ранее соревнования проходили без зрителей. Также режим работы предприятий общепита, в том числе банкетных залов, продлевается до часа ночи. В Алекминске торжественно ввели новый многоквартирный дом, построенный по программе переселения. Таким образом, в канун Нового года ключи получили 46 жителей. Подробности далее. Накануне Нового года 46 жителей города Алекминска получили долгожданные ключи от новеньких квартир. Здесь поселились жители из разных районов города. Вот зашли в свою квартиру выделенную, и сразу душа как бы возвысилась. Сразу чувствуется тепло, светло и очень хорошее расположение комнат. Но еще пока мы не освоились. Открывается дверь. Первые шаги в новом жилье. Первое впечатление. Светло и тепло. Очень тепло. Так как мы замерзли, думаем, мы здесь будем мерзнуть. Оказывается, здесь очень тепло, благодать, просто радостно. Мы как узнали, что нам дают квартиру в этом доме, с одной стороны очень порадовались, а с другой думаем, первый этаж опять будем замерзать. Ну, и я тем более так волновалась, и как вошла сюда, сразу радость такая, тепло. Устала от ведер, радостно рассказывает Земфира Букалова. Конечно, дети помогали, а теперь, наконец-то, красота. 3 года мы ждали эту квартиру, 3 с лишним. Каждый раз нервничали, наверное. Но все обещали, вроде бы все уже перевозят, опять оставляют. В прошлом году 39-й переселили, нас были вместе с ними, опять оставили. И поэтому нынче прямо, я уже дочери говорю, пока ключей не будет, я не верю, что квартиру получили. Ну так мне нравится, во-первых, светлая, вот. Программа переселения работает. Это не последнее новоселье, и это здорово. Всего порядка 112 домов в программу включено, многоквартирных. Вот. И это, в общем, всю программу, да. В этом году мы сейчас 2 дома вводим, туда заселяются 18 многоквартирных домов. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Якутске подвели итоги реализации федерального проекта содействия занятости национального проекта «Демография» по линии WorldSkills. В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по занятости населения, Министерства образования и науки, Агентства развития профессионального мастерства WorldSkills и других организаций. В ходе работы было отмечено, что за период реализации проекта была организована работа 21 центра обучения, а также реализована и представлена для записи более 140 образовательных программ по 50 компетенциям. Для нас итогами для транспортного техникума мы находимся в поселке Нижний Бестях, Мегин Кангаласского улуса. Нам удалось в этом году по проекту содействия занятости обучить 141 человек по 2 программам. Это курс охрана труда и курс экспедитор грузов. Для нас это хорошие объемы. Это возможность выйти напрямую на разные категории населения, граждан и предложить им актуальные курсы. В эти выходные в Русском драматическом театре в столице состоится премьера мюзикла «Кентервильское привидение». На итоговой репетиции побывала Валерия Наумова.
Премьерная постановка для нашего города с эксклюзивным музыкальным сопровождением, с невероятными декорациями, которые заставят каждого зрителя окунуться в эту готическую сказку. Кентервильское привидение – это забавная и поучительная история о типичной американской семье, прибывшей в Англию. Они покупают за бесценок старинный замок. Правда, в качестве бонуса семейству достается крайне необычный сосед – настоящее привидение, именующее себя истинным зловещим ужасом. Привидение застряло в замке на долгих 300 лет и уже смирилось с отведенной ему ролью. Но что, если истинная дружба, милосердие и любовь все изменят? Здесь есть такой, я бы сказал, может быть, поучительный момент. Не все в нашем мире материально, не все измеряется деньгами, какими-то там драгоценностями. Есть другие какие-то вещи духовного плана, внутренние вещи. Это как раз вот в этом спектакле, я считаю, про это. Здесь как раз вот эта внутренняя человеческая доброта, любовь побеждает вот эти все материальные. По словам директора театра, режиссер спектакля Андрей Габышев в тандеме с художником Андреем Волковым создали невероятно красивый, готический, несколько бёртоновский мир старой доброй Британии. Говорит мой знакомый, автор инсценировки Денис Коваленко, он называет эту сказку страшно смешная сказка. То есть у нас нет задачи напугать детей, но избежать какой-то мистики и привидений в самом названии, да, кентервильское привидение невозможно. Само собой, мы постарались насытить его какими-то трюками, волшебством, полетами, там, трюк от летающей головы пытаемся сделать, ну, какие-то фокусы. Насколько это у нас получится, ну, это уже судить зрителю. Сказочно-юмористическая повесть «Кентервильское привидение» Оскара Уайлда была написана в 1887 году. Именно на ее основе драматург Денис Коваленко и создал эту пьесу. Вышла смешная, трогательная история о столкновении двух миров – реального и потустороннего. А еще о доброте, неравнодушии, об одиночестве и безграничной вере в чистоту человеческой души. Постановку будут показывать на протяжении всех новогодних праздников до 9 января. Интересно будет посмотреть не только детям, но и взрослым. Валерия Наумова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. К этому часу у меня вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий.